Добрый день, дорогой 4 класс. Зовут меня Ирина Николаевна, и урок математики у нас сейчас. Я рада видеть ваши лица, ваши улыбки, и думаю, что этот день принесет вам радость, радость общения друг с другом. Если снег летит на крышу, если в жизни все не так, улыбнитесь, рассмешитесь, ведь улыбка – это клад. Улыбнитесь друг другу от всей души. И теперь с хорошим настроением приступаем к новой теме. Тема нашего урока – взаимосвязь между скоростью, временем и расстоянием. Задачи на движение, нахождение, расстояние. Сегодня на уроке узнаем взаимосвязь между скоростью, временем и расстоянием. Научимся решать задачи на нахождение расстояния. Сможем решать задачи на движение. Обратите внимание на экран. Что написано? Тише едешь, дальше будешь. Эта пословица связана с темой нашего урока математики. В этой пословице говорится о скорости движения. А мы сейчас как раз изучаем взаимосвязь между скоростью, временем и расстоянием. Правильно, а поможет нам установить эту взаимосвязь уже известный нам математический язык, язык формулы. Что обозначает формула? Чтобы найти скорость, нужно расстояние разделить на время. Чтобы узнать расстояние, нужно скорость умножить на время. Чтобы вычислить время, нужно расстояние разделить на скорость. Мы должны знать эти формулы, чтобы уметь решать задачи на движение. Для того, чтобы быстро решать задачи на движение, надо отработать вычислительные навыки. Откройте тетради, запишите число, классная работа. Начнем его с игры «Молчанка». Нужно заполнить таблицу. Проверяем. 14, 6, 51, 72, 5. Как находили неизвестный множитель? Какова связь между нахождением множителя и скоростью движения? Чтобы найти множитель, надо произведение разделить на известный множитель. А чтобы найти скорость, надо расстояние разделить на время. Ребята, сегодня мы продолжаем учиться решать задачи с величинами. Скорость, время, расстояние. Какое расстояние проползет черепаха за 3 минуты, если ее скорость 5 метров в минуту? Что нам известно? Давайте запишем в таблице значения данных и искомых величин. Скорость черепахи 5 метров в минуту. Значит, в каждую минуту черепаха проползает по 5 метров. Она была в пути
3 минуты. Это время. Чтобы вам было легче решить задачу, сделаем еще к ней чертеж. Нам надо узнать, какое расстояние черепаха прошла. Мы знаем, чтобы найти расстояние, надо скорость умножить на время. Запишем решение и ответ. 5 умножить на 3 равно 15 метров. Ответ. 15 метров прошла черепаха. Физкульт, минутка. Теперь пора и отдохнуть. Я называю величину скоростей, а вы показываете, что можно делать с такой скоростью. 5 километров в час. Идти. 12 километров в час. Бежать. 60 километров в час. Ехать. 280 километров в час. Лететь. 0 километров в час. Стоять или сидеть. А теперь мы с тобой крутим только головой. Корпусом вращаем тоже. Это мы, конечно, сможем. Напоследок потянулись вверх и в стороны прогнулись. От разминки раскраснелись и учиться снова сели. Отдохнули, и вновь задачи мы с вами решаем. Автомобиль двигается со скоростью 80 километров в час. Сколько километров он проедет за 3 часа? Если за 1 час автомобиль проезжает 80 километров, то за 3 часа он проедет в 3 раза больше. Чтобы найти расстояние, нужно скорость автомобиля 80 километров в час умножить на время движения. 240 километров. Ответ. За 3 часа автомобиль проедет 240 километров. Следующая задача. Вертолет летел 6 часов со скоростью 160 километров в час. Какое расстояние он преодолел за это время? Если за 1 час вертолет преодолевает 160 километров, то за 6 часов он преодолел в 6 раз больше. Чтобы определить расстояние, нужно скорость движения умножить на время. 160 умножаем на 6. Ответ. За 6 часов вертолет преодолевает 960 километров. Мотоциклист едет со скоростью 41 километр в час. Какое расстояние он преодолеет за 5 часов, если будет двигаться с той же скоростью? Для того, чтобы узнать расстояние,
необходимо скорость умножить на время. Ответ – 205 километров. Давайте с вами повторим правило. Чтобы узнать расстояние, необходимо скорость умножить на время. Поезд шел 4 часа со скоростью 60 километров в час. 2 часа со скоростью 70 километров в час. И 3 часа со скоростью 65 километров в час. Какое расстояние прошел поезд? Сможет ли пройти поезд это расстояние за 7 часов, если будет двигаться со скоростью 81 километр в час? Для удобства запишем данные из условия в виде таблицы. Определим расстояние, которое прошел поезд в разные промежутки времени. Для этого скорость умножим на время. 60 умножим на 4. 70 умножим на 2. 65 умножим на 3. А теперь определим общее расстояние, которое прошел поезд. 240 плюс 140 прибавить 195. 575 километров. Мы нашли расстояние, которое может пройти поезд за 7 часов со скоростью 81 километр в час. 81 умножаем на 7, 567 километров. Сравним между собой расстояние, которое поезд прошел, и то, которое он может пройти с новой скоростью за 7 часов. 575 больше, чем 567. Следовательно, поезд не может пройти расстояние 575 километров за 7 часов, если будет двигаться со скоростью 81 километр в час. Ребята, время нашего урока заканчивается. Давайте подведем итог. Сегодня на уроке мы узнали взаимосвязь между скоростью, временем и расстоянием. Научились решать задачи на нахождение расстояния. И теперь можем решать задачи на движение. Мы решали задачи, в которых объекты двигались в одном направлении или навстречу друг другу. Ребята, но есть еще и задачи, когда объекты движутся в противоположных направлениях. Эту работу мы продолжим с вами на следующих уроках. Вам пора отдохнуть. Урок окончен. До свидания. До новых встреч.
встреч!